Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на месяц май. Давайте посмотрим, что ждет вас в последний месяц весны. Что высшие силы вам готовят, что судьба для вас запланировала. Загадайте, пожалуйста, на себя и на май загадайте. Давайте посмотрим, чему быть, чего не миновать. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Вы чему-то радоваться будете, вон стоите вы, ручки вверх подняли в венце, причем на камне стоите. Камни могут показать проблему, либо очень сложную жизненную ситуацию. А вы прям наверху камня этого стоите, ручки вверх подняли, радуетесь. Большая радость вас ждет в мае. Большая радость как завершение цикла, как решение какой-то серьезной проблемы, как добиться своей цели, да, развязаться с делами. Вот хороший момент, очень сильный момент показан. И знаете, еще так показано, что у вас как два ангела. Причем один лицом к вам, а другой за спиной. То есть, возможно, какого-то человека вы будете считать своим земным ангелом-хранителем. Ну и опять же небесный ангел-хранитель, да, за спиной у вас стоит. Прям такой хороший момент, сильный момент показан. Так, ну давайте пойдем по порядку. Смотрите, здесь плод, на нем человек. Человек держит путь к вам, держит путь в вашу жизнь. С кем-то вы будете встречаться, общаться, кто-то приедет. Это может быть как и знакомый человек, которого вы давно знаете, да, будете ждать, встречать. У кого-то отыграется, что какой-то новый человек, приезжий человек, с кем вам предстоит познакомиться. У этого человека на вас сердце бьется, да, по отношению к вам очень громко и быстро бьется сердце. Человек любит, либо человек влюбится. Да, если это новый человек, то прям с первого взгляда влюбится. Если знакомый человек, тот, кого вы ждете, очень вас любит, и разлука, которая была между вами, прям на пользу пошла, прям будет за вами хвостиком ходить, за ручку держать, да, чтобы, не дай бог, вас опять не потерять, да, вас не лишиться. Но если новый человек, то влюбится и забудется. Вот прям так хочется сказать. Даже если вы того не желаете, даже если вы будете против, этот человек все равно в вас влюбится и тоже будет за вами ходить хвостиком. Мужчина и женщина одинаково предсказания. Так, вот здесь вам удастся добиться справедливости, справедливого решения, справедливого отношения к себе, к своей персоне и еще к каким-то людям. Может быть, с чиновниками будете бодаться, с системой будете бодаться. Может быть, с начальником, да, с руководством организации, в которой работаете. В общем, непростая эта ситуация, долго придется ее раскачивать, но здесь победа. Здесь уважение, здесь почет и должное отношение. Отношение к вам в первую очередь, отношение к еще каким-то нескольким людям. Так, у кого-то решится квартирный вопрос. Вот с квартирой, с жильем что-то решится, с домом что-то решится. Опять же, вы все разные. Кто-то ищет, да, купля-продажа, кто-то продает, кто-то арендовать хочет. Да? Вот вопрос ваш решится. И помогать вам будет мужчина, у него растительность на лице, усы, борода, либо усы, либо просто борода. В общем, этот мужчина очень хороший, и вам он в нужный час, в нужное время попадется. Вот благодаря ему ваш вопрос, он просто очень быстро закроется, да, и вот прям благодарить будете этого мужчину. Ведь это какой-то маклер, да, риэлтор, а человек, который знает свое дело и делает прям на все 100. Прям очень вам будет приятно. Так, еще. Здесь вы какие-то колючки убираете.
колючки, это ваши колючки. К чему-то вы поменяете отношения, либо к кому-то вы поменяете отношения. Вы кого-то, может быть, отталкивали, может быть, с кем-то у вас был конфликт, может быть, вам кто-то не нравился очень сильно, либо вы кого-то в чем-то подозревали. Либо речь идет не о человеке, а, допустим, вот что-то вы не любили, что-то вам не нравилось, либо вы считали, что это плохо. Да, вот поменяете отношения, поменяете мнение, колючки уберете. И знаете, это правильное решение, либо это лучшее решение для вас. Да, так иногда бывает. Мы люди, мы склонны к тому, чтобы ошибаться. Вот. Может быть, попробуете, пообщаетесь, да, на себе испытаете, поймете, что нет, а это хороший человек, либо хорошая вещь, хорошая идея, хорошие товары, продукты хорошие. Да, вот прям колючки уберете. Да, прям поменяется отношение, корни поменяются отношения. Дальше показывают джина. Джин вообще не хороший знак, но он у вас влево уходит. Джин — это какие-то неприятности, причем насланные неприятности. Кто-то на вас насылал неприятности. Человек методично, постоянно, день ото дня этим занимался. Во-первых, вы поймете, откуда растут ноги у ваших неприятностей. Во-вторых, вы поймете, кто это джин. И в-третьих, вы очень успешно с этим джином расправитесь. Не буду говорить «справитесь», тут именно «расправитесь» слово идет. То есть он просто вот вылетает в левую сторону, вот навсегда вылетает от вас, из вашей жизни вылетает. Ну, головоломка будет решена. Пазл вы точно соберете. Знаете, вы тут здорово себе поможете. Во-первых, вот эти воздействия, они прекратятся. Беды, которые сыпались, они тоже прекратятся. Вот избавление от зла, от негатива, от вредительства, я бы даже сказала, да, помех в своей жизни. Вы от этого избавляетесь. Ну, такой хороший знак. Может быть, долго вы к этому шли, может быть, долго вы с этим разбирались, долго там пытались выяснить, кто этот человек, зачем он это делает, что я могу противопоставить, да, каким образом я могу это все убрать. Ну, в мае все решится, все случится. Вам даже как-то дышать легче станет. И сон у вас наладится, да. Меньше беспокойства, меньше стресса, меньше переживаний, меньше трудных мыслей, да. Вот именно такое улучшение идет. И еще показывают вас в такой позе, как будто бы вы расслабиться сможете. Может быть, в спа пойдете, а может быть, в массаж, курс массажа пройдете. В общем, какое-то расслабление именно позитивно действует на ваше тело. Может, у вас отдых будет, да? Кстати, да, в мае уже у нас же эти выходные дни. В мае же много праздников, да, что это? Ну, в общем, сможете расслабиться, вообще голову очистить, тело расслабить, да, какой-то релакс мне идет. Отдых, релакс. В общем, на пользу однозначно вам пойдет на пользу. Прям как здоровьем зарядитесь. Прям тело у вас как обновится. Кто поедет на отдых, да еще со спа-процедурами, вообще вас потом будет не узнать. Настолько вот прям хорошо себя чувствовать будете и выглядеть хорошо, и тело будет слушаться, и зажимы уйдут, и блоки уйдут. Ну просто красота, тьфу-тьфу, дай Боже. Так, еще тут чарочек много показано. Чарки, рюмки, бокалы. Пить придется. Пить, да, будет много поводов для того, чтобы выпить. Даже если вы человек не пьющий, либо мало пьющий. Вот прям куда ни пойду, везде наливают. Да, еще и заставляют, уговаривают, обижаются. Ну, в общем, что есть, то есть. Но опять же, если вы на отдых поедете, там, как грех и не выпить, как говорится, да, чтобы прям полностью расслабиться. Много в разных местах у вас рюмочки, чарочки, бокальчики вышли. Так, у кого печень слабенькая, да, примите меры, готовьтесь, как закаляйте свою печень, либо тренируйте, потому что везде, по всей отсыпке у вас рюмочки и чарочки. И еще, мои хорошие, в мае между двумя людьми, я не могу сказать, мужчина это или женщина, но вы точно один из этих людей. Вот как точка будет поставлена, точка или, как, знаете, точка как поворотный момент. Может, договоритесь, может быть, помиритесь, может быть, наоборот, разойдетесь, расстанетесь. Да? Вот как конец, точка, поворотный момент в плане того, что больше не будет напряжения, либо не будет
необходимости общаться, либо наоборот, необходимость там расставаться уйдет. Вот мне идет, что точка будет поставлена. И это общая отсыпка, я не могу сказать, что конкретно случится, в каком ключе. Но этой точке вы будете очень рады. Для вас эта точка, это как гора с плеч. Вы такая, фух, ну слава богу. Да, вот такое ощущение, да, точка будет поставлена, поворотный момент, да, между двумя людьми. Ну, помимо отдыха вам еще и придется работать. У вас как-то точечно идет. Вот какие-то дни аврала, такие, что, знаете, вся в пене, да, в жару, в пене. Это не периоды, это как дни, либо даже часы. Там 2 часа нужно попахать, либо там 2 дня надо поработать. При этом так много всего нужно сделать, а вы такой объем, ну, приблизительно за месяц обычно делаете. Вот какие-то дни у вас, точечно дни идут. И этих дней как бы так прилично на самом деле, да, либо часов так прилично у вас соберется. Да, придется каждый раз себя буквально чуть ли не из-под палки заставлять. Ну, потому что, да, надо сделать работу, нужно выполнить заказ, либо обслужить клиентов. И прям действительно, как в пламени вы находитесь, да, как будто бы вы, там, не знаю, куете что-то, да, тяжеловатенько будет. Ну, зато будете отдыхать. Да? Тут отдыхаю, тут работаю. И еще какие-то гости показаны. Тут, кстати, гости и на вход, и на выход. Да? То есть и вы кому-то в гости будете ходить, и к вам кто-то в гости будет приходить. Но к вам будут больше приходить, либо, по крайней мере, стараться прийти, проситься к вам в гости. Скорее всего, очень хлебосольная хозяйка. У вас всегда вкусно, у вас всегда душевно, у вас всегда вот прям и расслабиться можно, и время шикарно провести там за интересной беседой, за прекрасными явствами, угощениями. Да? Вот праздник живота идет. Атмосфера у вас в доме какая-то особенная. Да вы и сами такую атмосферу излучаете. Будь вы мужчина, будь вы женщина. Да? Вот у вас люди любят бывать в гостях. Просто обожают. И напрашиваться могут. Вот в наглую, типа, пригласи меня, угости меня. Да, вот такие моменты могут быть. Ну и вы кому-то тоже будете ходить. И на вход, и на выход показано. Но вот какие-то особо люди вот прям захотят у вас задержаться. Либо там несколько раз к вам прийти. И вы немножко так будете так сквозь пальцы смотреть и думать, ну блин, ну как поступить, ну не откажешь же, да. Это вам и польстит, и немножко вас напряжет, да, потому что каждый раз нужно там готовиться, убираться. Это не самый приятный момент. Так, еще показывают машину, езда на машине, на каком-то транспорте. Езда, куда-то поехать, с кем-то поехать, либо вас кто-то повезет. Как-то незапланированно это все случится. Не запланировано, но во благо. Вот именно так показали. Так что лучше не отказываться. У кого день рождения в мае? У кого день рождения? У вас так много подарков идет, так много поздравлений, так много людей о вас вспомнит. Даже, вы знаете, напишет вам человек смс-ку поздравительную, а вы будете прям напрягаться. Кто это такой? Да, кто это такая? И откуда этот человек меня знает? Да, вот такие даже моменты будут. И много подарков. Я не могу сказать, какие это подарки. Я могу лишь сказать, что их будет много. Понимаете? Вот прям каждый постарается вам что-то подарить. Хоть какую-то безделушку, но вот подарить, презентовать для вас. Прям какой-то богатый на подарки год. А может быть, у вас юбилей, да, памятная дата. Вот все люди вспомнят. Так, какие-то потрясения еще ждут людей в мае. Потрясения как и в плюс, так и в минус. В минус больше потрясения как разочарование, когда в ком-то разочаруетесь. Как в личностях, в каких-то людях можно разочароваться. А если мы говорим о плюсовых, то это какие-то спонтанные, неожиданные события, которые людям радость приносят. Вот. И то будет. И оно как-то чередуется, да, либо одно за одним, либо вместе происходит, что не успели люди огорчиться, тут же порадовались. Да, вот как-то так будет происходить. Такой, знаете, интересный месяц. Интересный, очень событийный и очень насыщенный, наполненный. Так, еще хочу вам про вот эту змею сказать. Змея слева
Но эта змея, она мельчает. Вот прям на глазах мельчают. Враги ваши мельчают, ваши недоброжелатели мельчают. Может быть, сдаются, пасуют перед вами. А может быть, вы себя гораздо увереннее чувствуете. Чувствуете, что ваша сила растет. И вы такая: ерунда. Что там змея? Червячок, да? Дождевой червячок. Ну, как-то так у вас пойдет. Действительно, враги мельчают, их становится меньше, и силы они теряют. И вы же, напротив, силы обретаете. Опять же, у вас два ангела, земной и небесный. Один с вами, другой за вами. Ну, отличное ощущение. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.